Потихонечку не сильно вас тревожат здесь, нет? Нормально? Но покоя не дают. Не дают, да? Но это же хорошо. Да, конечно. Это же хорошо. А что так просто приезжать? Просто так, да? Мы с утра же были на кладбище, А, да? а и в Гренаде были. И всех Почтили остальных память, да? друзей. Вот в этом доме Геннадий Садырович последнее время жил. Отсюда его проводили в последний путь. Вот здесь вот юрта стояла. Так что... Проходите. Очень рада вас видеть, проходите. Ничего не абсолютно. Здравствуйте. Да, Ничего даже не занимаешь. Так, раздеваем? Меня не будет сразу вас видеть. Вчера Джигули, белый ложитесь, да? Смотрите, я сюда. Да, нет. Да, Я посмотрю. Вам нравятся такие картины? Я посмотрю, может, я вам подарю, даже посмотрю, там все разоглядно. Ну, вот это его стиль, вот это все как матушкин произведение, вот это все. Наверное, фотография, да? Да. Это фотография. Это тебе картина. Какая вам нравится? Это мать. Да. Ну ладно, выбить так и быть, со стены сниму вам и подарю. Это была выставка, да, какая-то? Поле. Нет, не выставка, это просто дизайнер сделал. Эмилия Телекова, знаете, он когда увидел, это его идея. Говорит, давайте я сделаю, пожалуйста, сделай. И он, правда, не Коллаж всегда- сделал. Коллаж такой, да. Он написал. Пойдемте, вот это была его комната. на кладбище были. Вот, это с Анджело Дэвис в Ташкенте он на фестивале. Это на пробах с Чуфором. Это вот он с Мегон, да, А это вот фототайка маленькая, это в Санкт-Петербурге на съемках. Это покойный фильм, он же снял. Достоевского, мне очень нравится эта картина. Написал, да. Для Бузова. Минарочка откроешь? Это не он сам, это Джамбул. Его рисовал. Нет, Но нет. все равно Такой он не мог, конечно, у него больше графики идеи. Здесь, вот здесь тоже сказ об искусстве с Арсеном Муравьевым. Ой, что я говорю? Мурасулов. Мурасулов. Мурат Пекреспов. Мурат Пекреспов. Это вот Гена был маленький, вернее, его здесь нет. Вот смотрите, папа, мама, вот отец, потом мама, это маленькая старшая сестра, а это Атай Угумбаев. И сейчас он похоронен буквально рядом с ним. 50 лет назад умер, что интересно. Рядом почти могилами. Кто знал? Он его на коленях сидел, там все наш вот знаменитый певец, как наш. Вот, это всеми работал с кем. Как художник-постановщик, да? Да, художник-постановщик. Он все время говорит, Нурман такой талантливый. Это эскиз к какому фильму? К какому фильму? Вот это что-то такое, я очень здорово. Вот так вот надо концентрироваться. Это очень прекрасно просто. Вы молодец. Да, ну вот его комната так вкратце. Ну здесь неинтересно, он просто так, как я извиняюсь. Можно вас здесь фотографировать? Да? А вот эта картина Октана. Он ее написал, сейчас скажу, в 89 году. Октан наш, Октан. Вот он, вот он, вот он. В каком году, сейчас, подождите, в 69 году он написал, представляете мне? Подарил мне, вот, вот. У меня много картин, Не, заказывайте. 89-й. А? Ой, сори, 89-й, да-да-да. 89-й это... День вашего рождения самый наилучший. Она вот так висела. Я тоже думала, что так. А вот Эмилю больше так нравится, а я вот по-разному, и так, и так. Ну, можно и вот так Да, понимать. по-разному. Можно. Да, можно как угодно, кстати, да. Да? Так вот. Нет, а там только одна штучка. Подождите, у нас я рисую, да? Да.
Конечно, Мы с вами еще в Нью-Йорк ездили вместе. Да. В центр Линкольн. Да, Алла Лодская. Да. Еще раз позвала нас поехали. Пожалуйста. Проходите, проходите. Проходите. Проходите вот сюда, туда. А там команду туда. Можно отсюда можно пройти. Внимание, мотор. Идем, идем. Нет, лучше с этой стороны. Не-не-не, Маечка, вот давайте с этой стороны. Ваня, сюда пройдите. Так, 6 зеленый, давай сначала старшего подам. А ты вот вниз опустила? Да. А, его вниз опустить? Конечно, поэтому плохо Нет, наливать. А, опустила? Нурмат, какой чай? Нурмат черный или зеленый? Так, это Гульнари черный. Вам какой? Леночка, ты где сидишь? С краю. А мы помешали. Он говорит, у нас говорит, чучук, говорит, чучук, сейчас хазы, говорит, чучук. Я говорю, ну давай, поешь. Он достал вот от мяса, одно мясо, как колбаса, понимаешь? Нету хазы ничего. Знаете, это вот Баклажаны? баклажаны. Нашего Махтумкули, великого писателя, Ага. конечно, такой Восток подарил миру много очень таких творческих высот. И последний из них был Махтумкули. Наш поэт, философ. И где-то 200-250 лет после его место было пусто. Конечно, потом Чингис его запомнил. У нас книга есть Махтумкули. Да, он запомнил. Да. Но у Махтумкули нашего есть такие строки. Адам oğlu bu dünyaya gelince at bilen avray alan yaxşıdır. Сын человеческий, если ты пришел на этот свет, то нужно завоевать имя и аврой, славу аврой. Ну, мы говорим оброй. Оброй. Да. От аврой, от имя твое. У него же есть такие строки, что Джахан içine Адам gezmen ат gelir. По миру человек сам не может ходить, а имя его может. Да. И вот когда мы сидим сейчас дома у Гены, можем сказать, вот эти все наставления Махтумкули Гена выполнил. Потому что фильмы его, созданные именно его душой, его головой, его всем своим существом, они отдельно стоят, отдельно видно его лицо. Также есть такая туркменская притча. Из Песков человек поехал в горы, то есть в город. Когда вернулся, собрались старики и говорят, ну расскажи, что ты там видел интересного. Вот вы знаете, улицы одно и то же. Дома, все на одно лицо. Так вообще не разберешь. Все одно и то же. Другое дело наши барханы. Каждый имеет свое лицо. Да, это именно у каждого должно быть, даже у бархана должно быть свое лицо. И когда оно есть, это бывает видно. Все мы режиссеры, все мы делаем фильмы. Хотим не хотим, они очень похожие, но Генин, я помню, все имеют свое отдельное барханное лицо, они имеют. Понимаете? Потому что кино это такое искусство, которое
белое полотно, от него не скроешь ничего. Да. Он покажет твою там душу далекую, потому что по пути актеры однажды могут улучшить твое желание, в другой раз они могут попортить немножко, но такое дальнее, скрытое от всех тайну твоей души, выйдет на экран и покажет его. У Гены, конечно, была особая, особо отдельная. Я помню материнское поле, когда эта старуха сидела, и когда она у поля спрашивала, как быть дальше, когда земля отвечает, это ты, человек, ты мама, ты должна решить все. Земля, поле материнское, но ты хозяйка. И вот, будучи хозяйкой этой земли, режиссером этого фильма, который создан об этом, на лице этой матери было столько тревоги, столько заботы о людях. И это все было Генина заботой. Это его душа была, и его душевная потребность была отвечать всему миру так, как надо. И при этом еще у Гены, конечно, была одна особенность. Он был отдельный. Да. Отдельный вот в каком смысле? Что если многие шли по большой улице, он не любил эту большую улицу, как я понимаю. Отдельно, рядом с большой улицей была своя дорога. Никому не показываться, чтобы о нем не говорили. Да, если говорят, если увидят, это другое дело, увидят того, который идет рядом с главной улицей. То есть, вроде такой показухой, если можно, извиняюсь за такое слово, не занимался, потому что для его души это было чуждо. Тихо, там спокойно делает, кто его увидит, увидит. Если не увидит, значит не увидит. А это такая скромность, если можно сказать, человеческая, которая осталась точно так же во всех его видах отражения, во всех его фильмах. Они его делают, конечно, особо. Сейчас мы были на кладбище, и свежих, последних наших, кого раньше я, в общем, каждый раз, когда приезжаю, бываю, и Гена, и Марат Сарулу, и Мурат Алиев, который умер потом после нас. Все были на могиле, на кладбище, а это Хакайтук. Дай Бог, чтобы его эта жизненная позиция, его жизнь, прожитая вот особым всяким видом, там это было оценено. Yatanyar yaptı olsun, cennet olsun. Должно быть, если вообще, как описывают, что тот свет самый справедливый. Якобы мы в аду живем пока. Да, всем точно, конкретно говорят, кто здесь может обмануть, говорят, там это нельзя, обман все обнаруживается, потому кого ад, кого в рай. Но одно есть всегда, что при том, когда человек что-то говорит, должны быть свидетели. Ты, человека, должен быть свидетелем всегда, подтвердить то, что ты говоришь, это правильно или нет. Вот я хочу один из свидетелей у тех, которые сидят у дверей у рая, хочу сказать, что вот я свидетель, что Гена
тот человек, который должен зайти, тот человек, которого должны пропустить райские двери. Убежден, что сидящие тоже так же, получается, мы все свидетели, что Дина должен быть в раю. И дай Бог, чтобы нас послушали, услышали нас, чтобы земля была ему пухом, за его место, чтобы было в раю. Как красиво сказали, да? Высыхает там, на дереве еще. На дереве, да. Потом они его снимают, называется это. Как это называется? Не окуренные. Кандек. Для 6 персон. Она его так, я выбрала самый дешевый. Потом все подружками стали, приехали. Проходит время, 31 декабря, вот даже год не помню, Джангуруза в каком году умерла? Просто они свидетели. Я подхожу, у меня сервант был, чук-чук-чук качается, как весь это разбился, вот только эта чашка стоит. В январе это было. Оказывается, она шла после похорон и попала под машину. Умерла. Ее никто не признавал, медсестра в последнюю секунду сказала, да это же Бакенеджи, хотели как Моцарта, в общем, я не похоронила. Думаю, вот именно в эту минуту, вот когда разбился вот эта чашка, вот память о Бакенеджи. Представляете? Вот это так было. Бывает. И Будда ты, и много-много там индийских башков. Все это ты, единственный создатель, единственный Всевышний. Больше нет, там не берутся 25 штук. И вот вы говорите такие вещи, просто если что-то вот расскажете, многие скажут, ну, Я даже интервью давала. Там вы потом посмотрите классики. Вот прямо этого года. Вот Вишен Алиев. я сегодня вспоминаю Гену, я вспоминаю его лицо, я вспоминаю, как он подходил, как он с нами здоровался. Вот. И какой-то светлый человек он был. И я почему-то, я всех помню, но как-то его, я даже Хаже сегодня сказала, я его как-то особо помню. Как-то особо помню, не знаю почему. Это первое. И много Хаджа сказал уже, будут еще говорить о кино, кино у него необыкновенное. Но я сегодня увидела вторую его часть. Он художник. Он художник необыкновенный. Его зарисовки, его графика, его карандашные зарисовки. Ну, вы знаете, мне кажется, если вы выставите на аукцион, не говоря кто, просто не говоря кто, на аукцион, вы посмотрите, сколько это будет стоить. Я хочу сказать о мистике и об этих картинах. Вот я ходила, смотрела. Вы знаете, что-то есть какое-то мистическое у него тоже. 2-3 черточках вся жизнь. Жизнь несчастного человека, над которым стоит. Жизнь матери, которая отдает всю себя своим материнским богатством. Вот удивительно. Просто мне они так понравились. Удивительные. Я не знаю, еще много. Вы же не показываете, наверное. Их надо показывать. Их надо возить, показывать. Как, я не знаю. Это второе. Для меня это что-то мистическое с Геннадием связано. Вот удивительно. Мне показалось, что он как-то мысли совсем, Хаджа очень правильно сказал, он какой-то особенный. Он просто особенный человек. И третье, что я хочу сказать, я очень много говорю. Нет, наоборот, вас приятно послушать. Да. Мы пришли в светлую квартиру. Мы пришли в светлую, очень красивую, большую, очень солнечную, теплую. И аура Геннадия здесь везде. Вы так сохранили там, и все вот так вот, и все вот так вот вы соединили. Вы удивительная жена. Я поклоняюсь вам. Я хочу быть такой, как вы. Да что вы, это вы мой идеал. Я Ну, не что вы, такая. мальчики.
Я думаю, я хорошая жена, но вот сегодня, видя вас, что вы делаете, и главное, Геннадий видит, как говорят у христиан, как говорят у мусульман, как говорят у буддистов, у всех этих всяких сект и верований, что там есть еще один мир. И оттуда наблюдаю. И Гена тоже наблюдает. Он наблюдает, что сюда пришли его близкие, люди, которые его очень любят. Мы Геннадия очень любили. Вот. Он видит, как жена их встречает. Он видит, как вы показываете каждому. Он там, улыбаясь, смотрит. И он гордится вами. Которая отдала себя этой квартире, этим картинам, этому духу. Гена, 10 раз в дом. Держите эту память. Из-за этой памяти вы позвали гостей сегодня. Прекрасно накрыли, изысканно накрыли стол. И вообще все у вас удивительное. Я хочу Спасибо. пожалуйста. Ну, ты была в Алмате в пятницу, да? И я не знала, что мы попадем к вам домой. Да. Минарочка, тоже извиняйся. И когда я была еще вчера на форуме посвященном, я тоже не знала, что попаду домой. Но при этом и в пятницу, и в субботу я много говорила о материнском поле. Сегодня утром, я уже знала, мы тоже с Султаном очень много говорили, что был показ и так далее. И это просто вот какая-то мистика. Я еще помню на лекции, еще такая думаю, а что я переключилась на материнское поле, у меня история казахского кино. А на самом деле, просто я хочу озвучить то, о чем я в смысле, в контексте чего я вспоминаю, Геннадия Базарова, и в частности, материнское поле. Я говорю о постколониальных, так сказать, делах и так далее, и говорю, что, к сожалению, в Казахстане в 60-е годы еще пока снимали российские режиссеры, это было еще такое советское кино, идеологическое, с идеологемами, а «Кыргызское чудо» отличалось тем, что они как будто бы они жили в другом государстве. То есть, и очень яркий пример – это сравнение поэмы любви, который снял, наверное, хороший режиссер, фильм Левин, но он был не связан, не казах. И «Материнское поле». И вы знаете, меня оно пока, когда ты смотришь в отрыве, просто материнское, Иначе откроют, по-моему, держаться там. то эти вещи, может быть, и не чувствуешь. Когда смотришь в параллель, то это просто удивительно. Я смотрела в параллель в свое время, когда надо было, не то, что надо было, когда хотела писать текст. И это удивительно, что не Левин, Карпов, извините. Когда Карпов снимает про мать, там хорошая актриса, там имена Мурзакова, она очень старалась, все это вообще, профессионально неплохая картина, но у нее там ни корней, ни родни, по фильму, никто она, ни что она, ни муж, и если муж, там вроде как муж и сын на войне, но это вроде как ни разу не вспоминается об этом. И самое главное, она без рода, без имени, и она, так сказать, и безграмотная, и по-русски вообще ни по-какому не читает, и вообще какая-то такая, ходит почтальон и письма раздает. В основном во время войны такое, да, и я говорю, всякое, наверное, случалось, наверное, женщины разговаривали, но она опашка, она не молодая женщина, поэтому здесь ценно. И сколько бы я ни говорила студентам, что картина не казахская, они не понимали. И когда я ставлю рядом материнское поле и поэму о матери, то понятна разница. То есть, понимаете, оказывается, дело не в профессионализме режиссера, то есть по монтажу, по актерской работе все хорошо, а национального нет. И материнское поле, когда начинается. Такое явное, да? Да. Я не говорю я не критикую все казахское кино, я говорю конкретно пример, когда образ матери. Образ матери и вообще я не знаю, то есть я ставлю эти сцены, когда первые кадры, когда я мать, здесь в степи, в поле, крик моего первого ребенка, то все и так далее, познакомились с мужем. То есть, там тоже айтматовский текст, он тут же мгновенно По-моему, в этой казахской картине даже по имя матери даже имени нет. То есть это, видимо, сделано специально для обобщения. Но это настолько нивелировано, что даже имени нет.
А здесь наоборот, Толгана, значит, все и так далее, да? Потом я говорю, ну а теперь советская идеологема, да? Значит, и там есть сцена, когда сообщают, ой, там кто-то с фронта возвращается. Как это решено? Я буду говорить в советской картине, не буду говорить казахской, в советской картине. Весь, дети, все бегут, праздник такой, все бегут, радуются, там все и так далее, смех, ну как-то. Я говорю, хорошая сцена, говорит, хорошая. Я говорю, теперь давайте поставим материнское поле. И вот эта тишина, как эти люди собираются, как они идут, там старик, там женщина, кто-то ребенок плачет, такие мурашки по телу. И потом, когда вот, ну, то есть, я не знаю, для меня эта сцена, она вот такая вот одна, вот это просто классика. Я считаю, что ну, вот так снять. Это вот, ну, то есть, это вот было где-то в противовес баллады о солдате, хотя это тоже классика. И, то есть, потому что, конечно, люди радовались, но прежде чем радоваться, они должны понять, кто идет. Не потерял ли человек там руку, ногу, вообще, ну как бы ты же такая-то вот. Узнать еще. Да, это все. Ну и потом я уже не говорю много других сцен. Я вот буквально 3-4 эпизода там на станции и так далее ставлю. И мне говорят, а что ты за режиссер? Я говорю, Каргинское чудо, это Геннадий Базаров, все. Далее, вот это вот интересно, что в пятницу я читала эту лекцию. Вчера я на этом самом, на форуме имени Ильича Ахматова также вот цитировала вот из «Материнского поля». И сегодня, когда мы оказались здесь это такой вот подарок, как вы говорите, вот посмотреть работы, увидеть, не знаю, кабинет, эту атмосферу, познакомиться с вами. То есть на самом деле тут большое спасибо за память, за наследие Геннадия. Вот у меня всегда было ощущение, что он очень молодой, потому что когда я потом уже прочитала, что 80, я вообще даже не могла поверить. Мне казалось, что ему всегда... Гена красиво старела, я всем говорила, красиво старела, Да, прямо, да. правда, очень достойно. Поэтому я даже не знаю, последнего сколько дня. вам лет, вы тоже очень молодой. 16 лет. Да, поэтому Спасибо большое, Гульнарочка. за Спасибо, творчество, дорогая. спасибо вам, Хаджикуля, который остался и останется в памяти. Давайте. Культуры, народа, Маечка. нашей центральной разделе. Лера. Лера, Вы не вставайте, да, чтобы дотянуться. я, наверное, не дотянусь, но как-то вот так вот. Как-то так. Пошли. Мотор, камера. Можно? Прочитаю. Как будто казан плавает. Очень хорошая идея. Очень хорошая идея. Очень хорошая. Ну, несли вы, я так скажу себе, на 3. Да ладно уже, все. Нет, дело не в этом. Чтобы горячее подложить, наоборот. Так положили. Не надо. Ладно, все, не знаю. Это ты кому, себе? Но мы хорошие режиссеры. Мясо в умере положите, Все есть. Не ругались. Да. Не говорили, ты ничего не умеешь, давай еще давай. Вы не говорили вам. Кого-то первый раз. Они не режиссеры, поэтому они ругаются. Я вот этих людей очень люблю. Мы разного поколения. Мы же учились вот, на их фильмах. Там, Хакеева, Хаджиакян. Вот учились, были. Потом как-то присоединились, стали работать вместе. Молодые стали снимать. Я вот Гена снимал, Букеева снимал фильм, как оператор работал. Вот, потом Ахтанов, вот они попозже немножко начали работать и снимать. Я просто горжусь тем, что вообще-то мы оказались в том положении, в то время, как раз в то время, когда было действительно и казахское, и киргизское, и узбекское. Специально кино было на высоте. В 80-е годы, это было 70-е. На самой высоте было, да? Был такой ренессанс был советского кино. Все говорили об этом. Ну, вот поэтому нам в какой-то степени повезло. И вдвойне повезло, что вот я как познакомился с этими людьми, фестивале, вот, и все время были вместе. Каждый год приезжали, собирались, киргизы, туркмены, казахи, сегодня были вместе. Да, какие хорошие были времена, хорошее было
хороший был. Встречи были хорошие. Что поэтому я хочу сказать, чтобы вот, на самом деле вас, как легенды, как у вас есть легенды. Легенды, вы легенды, это натуральные, да? Те, кто знают, не поверьте, легенды. Если вы рассказываете, вас на самом деле узнают везде, видят. И вот сидя за этим столом, я себя чувствую, конечно, вашим сыном. И горжусь тем, что оказался в этом курсе. Для меня это очень большая честь. За сегодняшних гостей, что соседние республики всегда у нас в почете, тем более в свою эпоху, в свое время, какой был, ой, там все звучало там в Советском Союзе. Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, все соседние республики, все дружат, одна семья же. Нам нечего делить. Нечего делить, живи, самое, правильно же. Радуйся, целуй, обнимай своих внуков, внучек. Но тем не менее, сейчас так не получается. Дай воды. Не дашь воды, газ тебе не дам. Газ не дашь, я тебе уран не дам. Еще вот так вот теперь начинает торговаться. Если не будет война большая, то из-за воды. Не будет войны, не надо. Если не только война будет не за территорию, там, которую ты имеешь, а за воду, чтобы люди напились прохладную, белую, шикарную нашу азиатскую воду. Ну, что это, так желать вам, что спасибо, приехали в Кыргызстан на наш первый международный кинофестиваль. Вы, наверное, свое мнение имеете, мы тоже имеем, ну, у нас первый раз в жизни. Да. Старались ребята, как могли. Ну, дальше будет лучше, дальше будет еще хорошо, еще шире, может быть, еще посмотрим. Ну, всегда надо начинать. Конечно. А русские же говорят, первый блин с комом. Нет, не с комом, а получилось. Ну, бегает, ну, делают, мучаются, но они побеждают. Ну, ничего ж, давайте за мир, за дружбу, за творчество, за детей наших, коленей, за этот дом, который Денис Садырович творил, работал, за Раеву, который всегда поддерживал, за все хорошее. Спасибо. Ой, Рахман, как красиво сказал. Спасибо. Октан за тебя, да? За все награды. Прекрасно. Ну, Октана, знаете, я запуталась. У него звездопад. Я была в Германии 2 месяца с детьми, да? И он то там, то сям, то это Октан. Звездопад, премии всякие, просто. У него есть все премии, по-моему. У него только нет медаль Манаса первой степени, остальное все. У Гены тоже были все премии, да? Все премии. Но Гене дали Манаса в 3-й и 2-й степени, хотя просили 1-й. Оказывается, у нас такие правила, нельзя перескакивать. У него нет, 3-я, 2-я. Как у Гены тоже. А 1-й нет пока. Ну что будет, он еще молодой. Замечательно. У него, Наша гордость. Спасибо. Спасибо. вы, Кыргызы, заметили или нет? Я это заметил, хочу сказать, что от этих призов у него дома нет даже своей кровати, где спать. У него, не поверите, в такой маленькой комнатке. А, Гульнар еще не была. Вот Я просто живу, ну как, я же за городом. Да, правда. В маленькой комнатке диван, который раскрывается. Днем диван, где сидеть надо, там, поговорить со всеми, а ночью спят с женой, а раскрывают этот диван. Другого варианта у них жизни нет. Правда, да. У него кинотеатр, музей. Майя, кино. да, Майя, пришли какие-то люди, ну тоже, они же приходят, смотрят. И, оказывается, сказали, а у них, говорит, мебели нету.
Ну, обычно как вот, ну и, наверное, у вас там же там, большая, да. да, нет, там, значит, и как серванты, буфеты, там чего-то, спальня обязательно там двухместная или 2 отдельные спальни, чего-то. А как вы сказали, у нас так раскладывается. Спасибо, спасибо. Можно маленькую детальку про Октану тоже рассказать? Поэтому я удивился, когда премьер-министр говорит, через 5-6 лет будет возрождение киргизского кино. Мы ждем, говорит. Да. Ну, давно возрождается кино. Нет, но может быть, вдруг имел в виду, через 5-6 лет они будут финансировать от государства. Вот именно. Финансировать. Мы будем через 5 лет финансировать. Да. Ну вот имеете в виду, что государство сейчас поднимается на ноги. Да, через 5-6 лет будет... Вам понравилось? Давай. Иногда говорят, вот Октан тот человек, который поднял, когда упал киргизский флаг киргизского кинематографа, да, он поднял. Вот я из тех, ну как бы это новое поколение. Правда, да. Да. Тот мост не дал разрушить Да, этот фонд. ну прямо это публично говорили, да. Да, правильно. И я вот только, может быть, 5-6 лет как стал общаться с мэтрами, я все время был в тени, я все время как-то, не знаю, как-то так, не знаю, стеснялся, скромный, может быть. скромный. Да, для нас, например, как Хаджи Ака, они все были, ну как, недосягаемые люди. Я не дам соврать, да, там, вот только мы начинаем это, как, давай-ка. Зато вышли из тюрьмы сразу за вклад в киноискусство мировое. Не киргизское киноискусство, а мировое. Однажды, рассказывает сам, однажды, Извините, я разделяю, чтобы кто хочет, пусть по 2 берут. Чтобы не портили. к ним на съемочную площадку приехала какая-то делегация критиков, что ли. А так утром ходил и подметал эту площадь съемочную веников. Значит, приходят эти люди, приходят, говорят, кто тут хозяин этой площадки? Да. Он говорит, их сейчас нет, они потом придут. Не, я расскажу. Значит, мы это в Барбулаке снимали свой фильм «Бешкирпир». А я все время, у меня была такая привычка, от художника осталась. Все время проблема заставлять людей пыливать, тирать. Я все время сам делал. И эта привычка у меня осталась. Я пришел на площадку и чистил площадку, подметал буквально. Да. И потом все равно какой-то этот, в то время Волга была, такая шикарная Волга подъехала к Хасану. И там стоит наш кран, а мы должны были с крана снимать. Они что-то поговорили и ушли. И Хасан ко мне бежит, подбегает, говорит, он меня Октан называет. Октан говорит, слушай, говорит, там приехали москвичи, говорит, и кран спрашивают. Я сказал, говорит, режиссера нету, я не могу дать. Говорит, а где режиссер? Я говорю, режиссер, говорит, приедет, когда площадка будет готова. Я постеснялся. Я постеснялся сказать, что ты подпитаешь. И Хасанчик, я помню, он мне тоже рассказывает, мне, говорит, было стыдно, что режиссер подлетает, говорит, я не сказал, говорит. Он сказал так. Ой, потрясающе. Приехал монтировать в Алматы. И в это время приехали Марко Мюллер и Альберто Барбера. Ну, это очень известные люди в мире кино. Они были директорами Венецианского фестиваля. Сейчас вот Альберт Барбер, он до сих пор директор Венецианского фестиваля. Да, и в Локарно, да. И Гульнара говорит, ну, воспользуйся, говорит, покажи фильм. Ну, в смысле, фильм свой. А я говорю, неудобно, я еще не закончил, говорю, вообще без звука, ничего, ну, говорит, покажи, они же, говорит, понимают. Ну, они понимают, что, говорит, покажи, говорит. Ну, и немножко сейчас буду хвастаться. Значит, ну, так вроде сказали, что, говорит, у казахов смотрели одну часть, ну, 2 части там. Мы пришли без звука, 60 минут, и они посмотрели 60 минут полностью. Какой фильм? Серкинчак. Не мой, ну вот просто материал они полностью посмотрели. Значит, свет включили и начинают раздавать визитки, там это. Ну, а тогда Ирбек Шенрубаев есть такой режиссер, он переводил. И через переводчика он меня спрашивает, а какой вы черно-белый фильм смотрели? И я говорю, Чапаев. Я не зернул, они просто смеялись. И потом Ирбек Шенрубаев долго как анекдот рассказывал. Просто в их представлении они, наверное, подумали, что я смотрел какую-то классику, ну, такую черно-белую, да? И вот, может быть, на основе этих фильмов, вот. Да, что я хотел сказать? Я не учился в Авгике. Ну, так получилось. 3 раза поступал, меня не приняли. Сейчас говорят, что, может быть, хорошо, что ты в Авгике был. Но вот
а тогда, помните, тогда же не было возможности смотреть фильмы. Единственное было дом кино, куда привозили да, и туда меня не пускали, потому что я не был членом Союза. То есть все, что я смотрел, это киргизское кино, туркменское кино, казахское кино, советское кино, ну, то, что привозили. То есть, получается, если честно, я все время говорю, я родом из советского кино. То есть я вырос на ваших фильмах. Вот я как бы, ну как сказать, я искренне говорю, у нас говорят обычно Тастурхон трак, ну то есть стоит Тастурхон, то есть я не вру. Я на самом деле вырос на ваших фильмах, и для меня, и Геннадий Садырович, и вы, ну и все как бы наши, это были, ну как, легенды. Просто, может быть, вот сегодня я немножко смелый. Ну, как, наверное, это связано с моим возрастом, да? А так нет, а так я даже Геннадий Садырович. Почему? У тебя есть приз конь, потому ты можешь смело вообще. Потому что даже вот вроде бы с Геннадием Садыровичем работал на 2 картинах о художественных персонажах, я тоже вот так и не сказал вот такие слова, которые я вот мог бы сказать этому человеку, вот, потому что это, наверное, вот такое как киргизское, может быть, азиатское уважение к старшим. Конечно. Я до сих пор живу в селе, это моя особенность. А все мои фильмы про тех людей, которые меня окружают, и истории, вот все, что творится вокруг меня, да. Иногда говорят, так там, ну, может быть, тебе нужно перестать снимать про село, ты сними про город. Но я снимаю то, что я знаю, то, что я чувствую. Вот. И в этом смысле, видимо, у меня все равно остаются вот эти вот. Вот, допустим, в селе для них я не режиссер, я для них актор. У меня есть свое место, где я должен сидеть. А сюда прихожу, ну, независимо от возраста, говорит, Ахтан, ну там, он говорит, ну, поднимайся, говорит. Ну, то есть, как бы здесь получается немножко другая культура, а там вот другая культура. И, может быть, это меня спасло, мое отношение к старшим, ну, как бы, мне кажется, да. Но, может быть, сегодня, может быть, этого чуть-чуть не хватает. Вот, и мы до вас тут, ну, вот, мы хотели вас пригласить, а так где-то думали, придут эти люди, не придут эти люди. Да, вот спасибо, что пришли. Нет, придут, не придут, это опять вот как бы уважение к вам. Да, уважение к вам. Вот, спасибо, что пришли. Вот, и я думаю, что это не только воспоминания о Геннадии Садыровиче, это вот просто здесь какие-то слова, истории говорим. И еще говорят у кыргызов джуксун. Джуксун это значит, ну вот, Пусть передастся. Да, вот да. Мы хотим, чтобы, да, мы хотим, чтобы, да, чтобы ваша слава немножко без джуксун. На самом деле это светлый дом. И я думаю, это светлость. Я Геннадия Садыровича хорошо знаю. Он может не такой, может быть, светлый был. Нет, потому что режиссеры, они же немножко другие на площадке, да? А вот светлость, мне кажется, от Раевы Исеналиевны, вот, потому что вот для меня она тоже стала приобретением после как Геннадий Садырович ушел, мы как-то стали более теснее общаться. И мне кажется, вот как бы наша лепта, мы хотим просто как бы, ну, чтобы не забывали Геннадия Садыровича, вот это наша альтернатива. Вот, и вот все мы, значит, уже 3 или 4 провели это мероприятие, и, может быть, но я думаю, что это правильный подход Геннадия Садыровича, потому что он не любил каких-то помпезностей, он даже на юбилее долго не соглашался, чтобы провели и так далее. Но не филармонию, да, мы как-то... Все отрицаем, мы все договорились. Правительство, все что угодно выбирайте. Мы выбрали, он не надо, и мы как-то уговорили. И вот что я хотел сказать. Вот мне кажется, он какой-то мудрый человек был. И он смог как бы все это, ну, какой-то итог сделать. Вот 80 лет. Ну, у меня такое ощущение. Вот бывает же человек, например, ну, как-то он пытается простроить свою жизнь, и, может быть, ему казалось, вот надо исправить 60, сделать какую-то точку, и он потихоньку как бы... 80. Да, 80 лет, в принципе, через какое-то время уходит. Я по молодости, значит, на площадке, у меня был итальянец, он постарше меня был, Умберто. И что-то мы так поговорили, я говорю, и он мне говорит, ну, что-то мы про смерть начали говорить, да. Он говорит, Октан, а я не боюсь, говорю. Мне кажется, вот я, говорит, настанет мой день, я, говорит, вот так лягу, говорит, вот так. Ну, итальянцы так, говорит, руку положу, так засну и уйду. И почему-то после этого я перестал бояться. Мне тоже кажется, вот настанет день, вот, ну, я не знаю, я усну или нет,
И вот Геннадий Садырович, ну, многие же так вот, наши аксакалы делали, они знали свое время, когда нужно будет уйти. И мне кажется, он ушел, когда, ну, уже чувствовал, может быть, силы уходят. Вот, и в этом смысле, значит, светлая память этому человеку, да, и то, что вы пришли, и мы его поминаем. Но он позвал Кахтана, признался ему в любви. Как будто вот он мне ничего не говорил, он же как мужчина. А помнишь, что Да, он редко звонил, но почему-то он ко мне позвонил, такой трепацой, Да. а он, оказывается, уже был. Да, уже болен был. Да, и он говорит, Октан, говорит, мы тебя любим. Была болезнь конкретная. 3 месяца, да, болел. Болел, да. Вот он Кахтану позвонил Ну да. и хриплым голосом сказал, что я тебя люблю, признался в любви ему. Ну так, он, Хотя, я да. не помню, он по какому случаю звонил, Да. он сказал, говорит, ну в конце, говорит, мы тебя любим, говорит, всей семьей, туда-сюда, там. И я даже побоялся, единственное, жене сказал, я говорю, что-то у Геннадия Садыровича совсем какой-то другой голос говорит. Вот. Ну, я к тому, что он все время жил как бы осмысленной жизнью, и я все время говорю, что у меня не было мастеров, я у кого, ну, может быть, учился работать с актерами, потом, значит, он сам делал раскадровки, вообще как бы выстраивал, вот, ну, это же вот вроде бы легко, но с другой стороны это же сложно. Например, как работа, ну, со съемочной группой, логистика, вот. И в принципе он был такой очень, ну как, в этом плане очень такой, как сказать, примерный, что ли. И я все время говорю, что он был моим мастером. Вот. И, конечно, я сожалею, что я в свое время не сказал это. Вот. И... Он Октану очень любил. Да. Ты знаешь, да? Просто я хочу сказать, что я родом из советского кино, и вы для меня всегда были теми людьми, у кого я учился. Вот. Давайте за вас. За вас. Что нас сегодня объединяет? Вот память о Геннадии Садыровиче. Для меня он тоже мастер, для меня он учитель. И я просто вдохновлена, и как-то на сердце становится вот легче, что мы продолжаем говорить о нем вот в кругу друзей, в кругу коллег. И вот этот клуб «Альтернатива Базарова», у нас есть и концепция, и мы хотим продолжить. Он очень много говорил о современном мире, об обществе, о культуре. Наверное, не хватает этого сейчас. И мы пытаемся вот в этом окружении рассказывать языком кино о наших проблемах. И думаю, это очень важно. Мы не только для кинематографистов показываем, для интеллигенции. И очень много находим таких людей, которые приветствуют нас. И спасибо, что вы откликнулись сегодня. Вот мы это как считаем наше общение тоже это нашим такой работой, будем говорить, работой для нас самих, наверное, для зрителей. И давайте будьте вы нашими почетными членами нашего клуба. Хорошая идея. Как не слышите, Да. Будем, если интересно, вас оповещать, чем мы занимаемся. Вот Если вам это интересно. да, кое-что рассказали, что у нас и приз будет имени Геннадия Садыровича Базарова с памятником, возможно, книги будут, фотовыставку в прошлом году делали, очень хороший архив. Печатается в этом литературный Кыргызстан из 85 года. Периодически. Понял, свой подарок. Мы все это собрали. Давай. Ай, ай. Я думаю, сейчас она скажет. Плюс ко всему, но это у нас маленькая фотография, то, что это одинаково абсолютно. Одинаковые. Да. Вот это вам. Потом дома посмотрите, да? Или очень, да. Как будет плохое настроение? Открываешь, наливаешь, стопку наливаешь, и другое настроение поднялось. и другое настроение. Видишь, сколько медалей имеет? Да, Международные признания. да, большое. Это лучше всего. Мгм.